Друзья, мы продолжаем. По нашей спортивной тематике добавляем локти. Ну, вы поняли уже, кто у нас в гостях. Это, конечно, представители тайского бокса. Сразу же, конечно, хотелось пообратиться. Прям вот я очень хотел побеседовать с вами, потому что очень много вопросов, допустим, к Бигджану тоже накопилось, и вообще ко всей Федерации тайского бокса. Сейчас на данный момент вообще работа у нас велась очень большая с вашей федерацией. Я видел, когда ты судил недавно на чемпионате мира. Мира, говорю, дай бог мира, да? На чемпионате Кыргызстана, как раз таки здесь у нас, который проходил в Бишкеке. И вообще, вот помимо этого чемпионата, какие вообще происходят турниры, которые хотелось бы, чтобы освещались нашим телеканалом? Ну и после этого мы как бы решили проводить ВЭФ Muay Thai. Это отдельно открыло совместно с ВЭФом, это профессиональные турниры. Там Арген наш как бы выступил. Вот так. Ну, местные турниры, Местные а так, турниры, да. Мгм. Хорошо. Вот сейчас, наверное, многие зрители увидят новое лицо, так сказать, для медиа именно. И помнишь, ты в один момент говорил, что ты хотел тоже немножко побольше в телевидении, так сказать, поработать. Именно ты уже, так сказать, завсегдатай нашей студии, наших выпусков. Арген у нас был, Илья Аркадьевна, Антонина была, кроме Валентины пока все Шевченко были. Но и хотел, чтобы ты, я тебе даю право представить для наших гостей очередного нашего гостя, который тоже из вашей федерации. Это Александр Кононенко, мастер спорта Кыргызской Республики, владелец клуба Ахиллес. Мгм. Дерется по профессионалам тоже. В Таиланде Спарринговались дрался. вместе вообще? Да. Кто кого? Ладно, не буду сейчас. Это не говорите. Да, это будет как Мухаммед Али. Мухаммед Али будет с Тайсоном. Каждый говорил, вот ты сильнее в свое время. Вот. Так же, наверное, и у вас, да, будет такое взаимное уважение есть. Хорошо, Александр, вот на данном этапе вообще ты все-таки приходишь, ну, лично ко мне в передачу впервые к нам на телеканал КТРК Спорт. Вообще ты смотришь ли наш канал и каково для тебя вообще восприятие канала, что вот Первый спортивный канал освещает в том числе и тайский бокс? Ну да, смотрю, когда возможность появляется, постоянно наблюдаю за вами. Вот. Постоянно смотрю, когда они к вам приходят в гости. Ну, наш обязательно новый включаю. будущий ведущий уже будет. Да. Ну, нравится ваш канал, конечно. А что помимо таких брутальных видов спорта ты любишь? Ну, чтение книг. О, классно. Вот наконец-то как раз таки пришел человек, который любит читать книги. Хорошо. В будущем мы знаем то, что сейчас Елена Аркадьевна Шевченко, президент вашей федерации, вылетела в Таиланд. Там будет также проходить и повышать квалификацию, подготовку, приезжать будет, соответственно, снова будет что-то новое говорить. Ну вот я немножко, не то чтобы удивлялся, но для меня был сюрпризом, то есть постоянно Елена Аркадьевна ездит, постоянно что-то новое может подчеркнуть для себя, приезжает, вас учит чему-то, вы тоже там передаете свой опыт другим. Вообще, ну, в тайском боксе чему можно еще новому научиться, когда там лет 10 в этом виде спорта? То есть, какие бывают новые какие-то моменты? То есть... Момент это фишки только. Такого у нас как бы наша федерация является международной федерацией, как бы оно как бы признано как официально. У нас уровень такой, что каждый год, допустим, я стал чемпионом мира, на следующий год прихожу, то есть кто-то уже за меня уже, Заменял. да. Ага. И То это есть растет и растет это. текучесть чемпионов, Да. короче, да, в общем, бывает. Ага. Хорошо. И, наверное, методы тренировок, да, то есть у вас тоже могут поменяться, если что-то там, допустим, в Тайгер, допустим, Муай-Тай, что-то может новое преподнести, так сказать, тренеры. И у вас тоже, возможно, какие-то тоже эти фишки будут, да, привнесены? Ну да. Ага. Хорошо. Вот, допустим, к Александру вопрос. Мы знаем, что Бигджан, к тебе вернемся по поводу ММА. Бигджан выступает и параллельно в ММА, соответственно, и хочет там тоже себя проявить. Ну, как и сестры Шевченко в том числе, на них он и равняется, как сам признавался. Конкретно вот у тебя, так же, как вот у нашего предыдущего гостя, у Авазбека, то есть Авазбек сказал, нет, вот только кикбоксинг, именно К1, то есть вот максимум профессионально. У тебя как? То есть ты хочешь в этой стезе себя проявить или дальше пойти? Ну, я в этом году ездил в Таиланд, тоже 2 месяца обучения проходил, там же подрался. Ага. Мне это еще больше меня вдохновило, и в будущем, планирую как бы по тайскому боксу двигаться. Ну, может быть, возможно, и в ММА тоже буду пробовать себя, но пока что вот Тай для меня это, Номер цель, один, цель, да.
Хорошо. А почему тайские боксеры? Чем вот ты увидел там, чем они сильнее вообще считаются? Именно тайцы. Ну, я бы не сказал бы, что прям так. Ну, прям на голову сильнее, да? То есть, Да, у них ага. просто определенный график, они живут этим. Они с утра до вечера они Фанатики вообще. кушают, Мгм. тренируются, спят. Все. У нас так не получается, поэтому у нас такого графика нету, как у них. Мгм. Но я думаю, в дальнейшем и наша федерация будет развиваться, и, может быть, возможно, такие бойцы будут. А вот хотелось про Ахиллес спросить тебя, вот про клуб, соответственно, там только муай-тай получается у вас? Да, есть раньше у нас зал был Ахиллес, там были разные виды спорта. Мгм. Потом я понял, что когда мешаешь, все равно не то получается. Я полностью всем отказал и сказал, что этот зал будет только тайский бокс. И у нас полный график в зале и только тайский бокс. Кто бы ни приходил, мы говорим, это только тайский бокс, все. Ага. И Бигджан, наверное, начал после того раза заходить почаще, да, уже? Когда профильный стал, так сказать, да, зал? Это хорошо. У меня в планах есть, ну, в будущем, не знаю, когда это произойдет, может быть, в скором времени, хочу прям открыть клуб именно тайского бокса такой, что вот прям как классика тайского Классика бокса и тайского больше бокса. ничего, да, Ага. чтобы это был один из самых крутых залов города. Ну, хотелось бы так. Дай бог, чтобы в твоих начинаниях, конечно. Бигджан, ММА, что вообще слышно, что видно про тебя в ММА? Ну, планирую после Нового года уже начать. Нового года? Да, как бы. Ты когда последний раз был у меня полгода назад, чуть больше полугода назад, ты сказал, пока вот сейчас тайский бокс, чемпионаты мира, чемпионаты различные, международные турниры, потом ММА. То есть, Я вот подрался на чемпионате мира в этом году, потом после этого в Алмате подрался по профи, по таю. Потом чуть мы как бы отдохнули. Сейчас только после Мгм. Нового года еще начнем. Только, ну, сейчас не буду говорить. ну Потом, хорошо, чтобы не ну, сгладить. да. Хорошо. Ну дай бог, то есть в ММА тоже мы уже будем наблюдать. Отлично. То есть план UFC у тебя пока еще есть в голове, да? То есть цель, план UFC. Хорошо. Ну, не мечта, а цель назовем все-таки. Ну, Рафаэль-то все-таки там прошел и нормально себя проявляет. Хоть и первый бой, конечно, был тяжеленно у него, но зато опыта постепенно вот набирается. И я думаю, тоже в скором времени увидим чемпионские бои у Рафаэля. Да. Хорошо. Вот если говорить про сотрудничество, конкретно вам что запомнилось лично вот тебе и Александру тоже вопрос такой, именно вот, ну, вот КТРК Спорт, что вот тайский бокс и КТРК Спорт, что конкретно вам понравилось, может быть, за прошедшие годы, уже 4 года, что вот мы показывали, освещали вообще про тайский бокс? Нам все нравится, устраивает. Давай конкретнее уже. Конкретнее. Ну, что вот прям ты сказал, ох, вот наконец-то показали, там, например, что там, я там взял бронзовую медаль на азиатских играх, или там, наконец-то нас пригласили, или наконец-то там Антонина приехала, к примеру, вот, ну, в этом роде. Ну да, как бы Тоня приехала. Ну и другие спортсмены тоже как бы вы как бы приглашайте вот таких, как бы сказать, результативных таких бойцов, Мгм. ну, имейте в плане там боевое. Мгм. Всех чемпионов приглашайте. И призеров Не только, тоже. И призеров тоже. Как бы. Хорошо. Вы работаете, как бы сказать, с федерацией, с такими федерациями, которые на высшем уровне. Ну да. Тем более тайский бокс сейчас очень популярен в стране у нас. Ведь было время, когда там единицы буквально занимались. Даже я там в свое время, когда посвящал время другим видам спорта, у меня просто на слуху кто-то говорит, вот я на муай-тай хожу. Такой онгбак, что ли, то есть, ну, вот это в голове было, онгбак, и все, вот как бы такая ассоциация была. Сейчас очень много тайских боксеров и очень много результатов уже есть. И мы Да. видим, пожалуйста, кто чемпион мира среди женщин по UFC. Базовая Да. источница из тайского бокса как раз таки пришедшая. Ну и бойцы тоже, ну, к ним в зал ходят, тоже как бы они затачивают локти, свои колени тоже. Ага. То есть у Александра есть, значит, потенциальный чемпион, да, уже сейчас в зале? Да, есть. Мгм. Сколько таких вот прям, если положа руку на сердце, то есть конкретно прям таких, которые могут выстрелить? То есть без имен можно просто сказать, чтобы каждый думал про себя. Ну, я думаю, ну, не меньше 10, наверное. Но Не меньше 10, я в основном занимаюсь это подростками. У меня нет взрослых, я только занимаюсь дети, подростки. Это всё. правильно, потому что вклад в детский, в подростковый возраст, это вклад в будущее, так сказать. То есть 10 даже человек примерно 10, есть, да? ну, даже, я могу сказать, даже смело минимум 10. Да, минимум 10, да? Ну дай бог, UFC, если будет одни из наших, конечно. Ну, это UFC как бы самая большая планка, конечно. Ну, хотя бы там М1, Беллатор,
почему бы нет, Да. там, RCC, вот эти промоушены тоже очень большие. Хорошо. Елена Аркадьевна поехала в Таиланд, соответственно, вот в момент, когда ее нету, то есть какие здесь у вас возникают, может, трудности или наоборот, кому-то делегирует свои полномочия Елена Аркадьевна, или решает через расстояние все это? Все решает, как бы мы всегда на связи с ней, Мгм. как бы сейчас век технологий, Ага. WhatsApp открыл, через видео показывает всякий потенциал. Ну, как бы сейчас свободно. как бы. Свободно, да? Ну, как бы, как она говорит, и так и делаем, как бы, как тренер говорит, Мгм. все. Хорошо. Ну, лично я в этот век технологий, когда и телеканал Катерак Спорт 4 года назад образовался на просторах кыргызского телевидения. Желаю от лица канала вам успехов всяческих. Хочу, чтобы на самом деле у вас все развивалось, чтобы, как вы говорите сами, чтобы тайский бокс процветал с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем даже пускай будет. Все выше и выше, все лучше и лучше было. И, конечно же, все больше наших бойцов поднимало кыргызский флаг где-нибудь там за границей и свое имя вписывала в историю золотыми буквами. Ну и вам крайнее слово. Ну, поздравляем вас с четырехлетием. Спасибо большое. Будем дальше работать. Как бы вам успехов, здоровья всем. И с наступающим с Новым годом. Спасибо, взаимно. Ну, с наступающим Новым годом. Спасибо, что пригласили нас. И передаем большой привет всем спортсменам и всем спорта и добра. Спасибо большое. Так, уважаемые друзья, третий блок бойцовский. У нас сегодня одни представители таких бойцовских видов спорта. Представители муай-тай Кыргызской республики были у нас, либо же тайского бокса. Бигджан Мацаев, Александр Кононенко. Ну и, конечно, в отсутствии даже президента федерации, думаю, достойно проявили себя уже совсем в другой ипостаси, не в ринге, а конкретно уже здесь. Ну а мы двигаемся дальше, друзья. После небольшого ролика, небольшой паузы мы продолжим наш праздничный эфир.